Добрый вечер, уважаемые телезрители. В прямом эфире информационная программа «Новости» в студии Туирпиров. 23 сентября президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в Нью-Йорке встретился с управляющим директором Всемирного банка по вопросам операционной деятельности госпожой Анной Берде. 23 сентября президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в Нью-Йорке встретился с управляющим директором Всемирного банка по вопросам операционной деятельности госпожой Анной Берде. На встрече обсуждены вопросы сотрудничества Таджикистана с этим влиятельным международным институтом. Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, назвал Всемирный банк одним из главных партнеров развития страны и выразил удовлетворение плодотворным сотрудничеством с ним. Было отмечено, что за 31 год двустороннего сотрудничества по финансовой поддержке банка в Таджикистане реализовано 116 приоритетных проектов в социальной, транспортной, энергетической и сельскохозяйственной сферах на общую сумму 2,9 миллиардов долларов. Основными темами обсуждения были вопросы привлечения средств для реализации проектов развития национальной экономики и обеспечения социальных целей страны, сотрудничества в сферах гидроэнергетики, промышленности, доступа к зеленой энергии и развития зеленой экономики. Выражена благодарность Всемирному банку за его лидирующую позицию и практические инициативы в процессе финансирования достройки Рагунской электростанции. Стороны также обменялись мнениями об ослаблении влияния различных внешних факторов на экономику Таджикистана, привлечении дополнительных инвестиций и продолжении процесса реформ. Было подчеркнуто, что Таджикистан обладает богатыми природными ресурсами, особенно в области возобновляемых источников энергии, сельского хозяйства и расширения региональных связей. И для эффективного использования этого потенциала необходимо нарастить международную финансово-техническую поддержку. На встрече также состоялась плодотворная беседа по другим темам, представляющим взаимный интерес. We just concluded a very productive meeting with His Excellency the President. Мы обсудили с господином президентом Республики Таджикистан вопросы развития плодотворного сотрудничества. Также подвели итоги. Мы затронули вопросы реализации специальной программы по партнерской поддержке, в особенности в сфере энергетики. Всемирный банк с партнерами по развитию наладил сотрудничество в этом направлении, в частности, в поддержке Таджикистана достройки Рагунской ГЭС. Отрадно, что наши переговоры прошли успешно. Мы выражаем уверенность в оказании финансирования этого проекта. 23 сентября президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в Нью-Йорке принял участие и выступил на саммите будущего. В ходе своего выступления лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, предложил принять посредством специальной резолюции Организации Объединенных Наций десятилетие укрепления мира во имя будущих поколений. I invite His Excellency Emomali Rahmon, President of the Republic of Tajikistan, to address the Assembly. 23 сентября президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в Нью-Йорке принял участие и выступил на саммите будущего. В начале своего выступления президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, подчеркнул, саммит предоставил еще одну хорошую возможность обсудить проблемы изменения климата, борьбы с бедностью, защиты здоровья населения, условий жизни женщин, инклюзивного образования и другие глобальные проблемы. В ходе анализа сложной политической ситуации в мире, в том числе современных угроз и безопасности, глава нашего государства выразил уверенность в том, что участники сегодняшнего саммита примут конкретные меры для решения вопросов, связанных с реформированием международной финансовой структуры и совершенствованием международного реагирования на современные вызовы и угрозы. По мнению лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, прогресса в области водоснабжения и санитарии, несмотря на отдельные улучшения, все еще недостаточно. При этом было подчеркнуто, что Таджикистан планирует в сотрудничестве с другими странами активизировать свои усилия по дальнейшей реализации своих конструктивных инициатив в области воды и изменения климата. Процесс реализации международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития 2018-2028 годы»
был назван одним из наглядных примеров наших последовательных усилий в этом направлении. Президент Республики Таджикистан подчеркнул, что мировое сообщество может добиться успеха только посредством диалога и конструктивного сотрудничества в поиске путей преодоления современных вызовов. Глава нашего государства, уважаемый Эмомали Рахмон, также высказался об укреплении и расширении сотрудничества стран для достижения целей устойчивого развития, принятия на мировом уровне совместных мер по обеспечению всеохватывающей безопасности и предотвращению проявления терроризма, экстремизма и других глобальных угроз. В этом контексте уважаемый Эмомали Рахмон в качестве главы принимающей страны Душанбинского процесса по борьбе с терроризмом приветствовал включение этой темы в тематику пакта во имя будущего, который будет принят по итогам саммита. Было подчеркнуто, что страны мира должны предпринимать действенные шаги для усиления ключевой роли Организации Объединенных Наций в разрешении конфликтов и укреплении мира и стабильности на планете. В связи с этим лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, предложил принять посредством специальной резолюции Организации Объединенных Наций десятилетие укрепления мира во имя будущих поколений. Наряду с этим было сочтено необходимым, чтобы Организация Объединенных Наций и ее институты, а также международные и региональные финансовые институты предпринимали более активные шаги в координации усилий мирового сообщества с целью достижения устойчивого развития. 23 сентября президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в Нью-Йорке встретился с заместителем генерального секретаря Организации Объединенных Наций Владимиром Воронковым. 23 сентября президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в Нью-Йорке встретился с заместителем генерального секретаря Организации Объединенных Наций Владимиром Воронковым. На встрече были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества и вызовы современного мира. Было подчеркнуто, что в последнее время мировое сообщество все чаще сталкивается с угрозами экстремистского, террористического характера и вооруженными конфликтами. Было сочтено необходимым использование возможностей соответствующих страновых служб, специализированных структур, международных и региональных организаций для противодействия этим угрозам. Было подчеркнуто, что на предстоящей конференции в государстве Кувейт в рамках Душанбинского процесса по борьбе с терроризмом будут обсуждаться актуальные вопросы борьбы с международным терроризмом. Обмен мнениями также состоялся по другим вопросам обеспечения безопасности и стабильности в регионе и мире. Президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в Нью-Йорке встретился с генеральным секретарем Всемирной метеорологической организации госпожой Селестой Саула. Состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным с изменением климата, селями и наводнениями, оползнями и лавинами, негативным воздействием подобных стихийных бедствий на экономику стран, другими катастрофическими последствиями и их предотвращением. Президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в Нью-Йорке встретился с генеральным секретарем Всемирной метеорологической организации госпожой Селестой Сауло. На встрече были обсуждены вопросы сотрудничества Таджикистана с этим международным институтом и глобальной повесткой дня Организации Объединенных Наций в области воды и климата. Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, вначале напомнив о глобальных инициативах Таджикистана в рамках Душанбинского водного процесса, заявил, что в этом контексте мы придаем особое значение сотрудничеству со Всемирной метеорологической организацией, которое продолжается уже несколько десятилетий. Проведение в 2025 году международной конференции высокого уровня по защите ледников было названо примером такого сотрудничества. Состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным с изменением климата, селями и наводнениями, оползнями и лавинами, негативным воздействием подобных стихийных бедствий на экономику стран, другими катастрофическими последствиями и их предотвращением. Дальнейшее укрепление технического потенциала агентства по метеорологии страны, повышение профессионального уровня персонала и подготовка молодых специалистов, особенно в области метеорологии, было оценено как важное и полезное направление сотрудничества со Всемирной метеорологической организацией. Также состоялась плодотворная беседа по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
23 сентября президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в Нью-Йорке встретился с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антонио Гутерришем. В ходе встречи особое внимание было уделено вопросам изменения климата, нехватки питьевой воды, таяния ледников, деградации биоразнообразия, ухудшения социально-экономической ситуации, достижению целей устойчивого развития и реализации повестки дня 2030, а также итогах саммита будущего. 23 сентября президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в Нью-Йорке встретился с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антонио Гутерришем. На встрече было обсуждено развитие сотрудничества Таджикистана с Организацией Объединенных Наций и ее институтами. Уважаемый Эмомали Рахмон заявил, что Таджикистан ценит роль организации в реализации важных политических, экономических, социальных программ и вопросах безопасности в нашей стране. Стороны, обсудив сложную и быстро меняющуюся ситуацию в мире, последствия финансово-экономических кризисов, вопросы бедности и ухудшения продовольственной безопасности, сочли необходимыми коллективные действия мирового сообщества в этих направлениях. Особое внимание было уделено вопросам изменения климата, нехватки питьевой воды, таяния ледников, деградации биоразнообразия, ухудшения социально-экономической ситуации, достижению целей устойчивого развития и реализации повестки дня 2030, итогов саммита будущего. Важными темами беседы также были вопросы организации и проведения международной конференции по сохранению ледников в 2025 году и конференции ООН по водным вопросам в 2028 году, которые будут проходить в городе Душанбе. Обмен мнениями состоялся и по актуальным вопросам борьбы с терроризмом, экстремизмом и другим угрозам безопасности. Президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в Нью-Йорке в рамках сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций встретился с президентом Исламской Республики Иран, уважаемым Масудом Пезешкияном. Президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в Нью-Йорке в рамках сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций встретился с президентом Исламской Республики Иран, уважаемым Масудом Пезешкияном. На встрече был обсужден комплекс вопросов сотрудничества Таджикистана и Ирана. Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, напомнив о значительном развитии и расширении отношений дружбы и братства, взаимовыгодного сотрудничества с Исламской Республикой Иран, заявил, что мы готовы и в дальнейшем принимать совместные практические меры по их укреплению. Большое внимание было уделено развитию сотрудничества в приоритетных секторах экономики и торговли, расширению научно-образовательных связей и укреплению культурно-гуманитарного взаимодействия. Для последовательной реализации намеченных планов были признаны важными долгосрочная программа торгово-экономического сотрудничества двух стран до 2030 года, практическое сотрудничество в рамках совместной межправительственной комиссии и привлечение возможностей совместного инвестиционного комитета. В завершении встречи президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, пригласил уважаемого Масуда Пезешкияна посетить Таджикистан в удобное для него время. Сегодня, 24 сентября, в Душанбе начался второй тур республиканского конкурса «Лучший чтец произведений лидера нации», который продлится до 28 сентября. Для проведения конкурса в Национальной библиотеке Таджикистана созданы все необходимые условия в 3 залах учреждения. Читатели беспрепятственно могут пользоваться ими. В частности, один из этих залов специально назван, как и конкурс, «Зал «Лучший чтец произведений лидера нации». Жюри из числа специалистов Министерств культуры, образования и науки, Национальной академии наук Таджикистана, Комитета по начальному и среднему профессиональному образованию отобрали для участия лучших политологов, ученых и преподавателей высших учебных заведений страны. Напомню, что республиканский конкурс «Лучший чтец произведений лидера нации» проводится с целью почитания славной истории таджикского народа, глубокого и всестороннего изучения благородных деяний и многогранной деятельности основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, во имя сохранения государства, укрепления национального единства, создания новой модели построения демократического, правового, светского государства в новых исторических условиях. Уважаемые телезрители, это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами и будьте здоровы!